Добрый вечер. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Юбилей ученого. Заслуженный инженер Петр Казанба отмечает свое 80-летие. Долгожданная замена водопровода. На участке улицы Имама Шамиля Даджонова идут ремонтные работы. АГУ ждет абитуриентов. 14 июля завершается прием заявлений о поступлении в университет. Заслуженный инженер республики, кавалер ордена Ахтзапша третьей степени Петр Казанба отмечает сегодня 80-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, Петр Шукриевич и сегодня в строю делится своими знаниями и опытом с молодыми специалистами. Именно так вот уже не один десяток лет начинается рабочий день Петра Казанба, заслуженного инженера Абхазии, кавалера ордена Ахтзапша третьей степени. Жизненный путь Петра Шукриевича также витиеват, как и земля, изучению формы и размеров которой он посвятил более 60 лет своей жизни. Ведь для Петра Казанба геодезия и картография – это не просто термины, а неотъемлемая часть жизни. После 8 классов Очимчирской железнодорожной школы он поступил в Тбилисский топографический техникум. По распределению был направлен на работу в Казахстан в качестве техника-топографа в геологическое управление. В 1959 году, как хороший специалист, был направлен консультантом в геологическое управление Монголии. Петр Казанба признается, что для него работа вдали от родины – бесценный опыт, о котором он всегда мечтал. Вообще я мечтал далеко уехать куда-нибудь по специальности, поработать. Поработать, заработать. Вот это было у всех у нас всегда. Но это так не получилось. Я 2 года поработал, меня там хороший актив приняли, товарищество взяли и начали обращать на меня внимание. Местком вызывали, комсомол, это раньше модно было. Проработав в Монголии 4 года, Казанба с семьей вернулся в Абхазию, но не смог здесь устроиться на работу, так как у него не было прописки, а скитаться с семьей по частным квартирам было невыносимо. Инженер принял решение вернуться в Монголию, где был востребован. В 1962 году был принят в члены партии в посольстве СССР в Монголии. Годы работы в этой стране Казанба называет самыми насыщенными и интересными. В 1959 году поехал в Монголию. Ну, Монголия – непочатый край работы, красота, природа. Все это меня привлекало. И работа была очень интересная сама по себе. Работали с полезными ископаемыми, с картами. Но какой бы интересной ни была работа за границей, домой всегда тянуло. Поэтому в один из отпусков в Абхазии Петр Казанба принимает решение остаться на родине. Устроился на работу в Сухумский филиал проектного института. Через год его назначили начальником отдела изысканий. После окончания Отечественной войны Абхазии руководством республики было поручено Петру Казанба организовать Государственный комитет по геологии, геодезии и картографии, где он до сих пор и трудится. Ученый с гордостью показывает нам плоды своего многолетнего труда – карту полезных ископаемых Абхазии, аналогов которой в стране нет. После войны, значит, мы ее нашли в архиве, лежала на полу, в воде плавала это все. Мы взяли, восстановили его, 1,5 года восстанавливали. Что себе представляет этот макет? Макет, значит, на этом макете нанесены все месторождения Абхазии. Известные. Адамар Ахуба, сменивший Петра Казанба на посту начальника госуправления по землепользованию и кадастру, отдавая должное опыту и трудолюбию Петра Шукриевича, признается, что именно благодаря ему госуправление и по сей день работает как часы. Петр Шукриевич всегда поможет как словом, так и делом. Петр Шукриевич, это первым долгом, это вообще, как вам сказать, это аксакал нашей работы. Это вся служба была создана им, так что здесь он собрал, вот это костяк команды, когда создавалась, это называлось геология, геодезия, картография. Вы сами понимаете, на такие специальности наши редко кто идет, но они создали. И работа поставлена на высшем уровне. Несмотря на возраст, Петр Казанба полон силы и энергии, работает в управлении, обучая, консультируя молодых специалистов, принимает активное участие и в общественной жизни республики. На Алакове Беслан Аджинджал, Абхазское телевидение.
Петра Казанба сегодня чествовали и в администрации президента. Рауль Хаджимба поздравил первого руководителя управления по геологии, геодезии и картографии Республики Абхазия с юбилеем. Президент отметил большое значение профессиональной деятельности Петра Казанба в развитии государства, а также в деле воспитания молодого поколения ученых, геологов. После президент подарил Петру Казанба памятные именные часы. Накануне вечером совершено разбойное нападение на аптеку по улице Дзидзария. Как сообщает пресс-служба МВД, телефонное сообщение об этом поступило в УВД по городу Сухум 9 июля в 22:50. Выездом оперативно-следственной группы на место происшествия установлено, что примерно в 22:30 подъехавшие на автомобиле Hyundai Solaris 4 неустановленных лиц в масках, одетые в военную камуфлированную одежду, вооруженные автоматическим оружием, пистолетами и автоматами, ворвались в аптеку Лекфара, где, применив физическую силу в отношении владельца данной аптеки и угрожая 2 фармацевтам, завладели деньгами в сумме 260 тысяч рублей и регистратором камер видеонаблюдения. Злоумышленники пытались покинуть здание, когда на место происшествия по сигналу тревоги прибыл дежурный наряд городского отдела охраны собственности. В результате возникшей перестрелки тяжело ранен рядовой милиции Карапет Делинян. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по 3 статьям Уголовного кодекса: разбой, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, незаконные приобретения, передачи, хранения, перевозки или ношения огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сгоревшая до основания автомашина Hyundai Solaris обнаружена по улице Гочуа в селе Гумиста Сухумского района. Ведутся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших данное преступление. Производство предварительного следствия проводит следственная группа прокуратуры Сухума. В столице началась замена водопроводной трубы на участке улиц Имама Шамиля до Джонуа. Работы проводятся коммунальным управлением столичной администрации и МУП «Водоканал». На какой стадии работы и когда будут завершены, расскажет Ирина Аршба. Проблема замены водопроводных труб в Сухуме существует не первый год. Администрация столицы поэтапно решает этот вопрос. Между улицами Имама Шамиля и Джонуа вдоль железнодорожного полотна 350 метров водопроводных труб текут уже несколько лет. На каждом квартале по 5-6 утечек, которые со временем превратились в маленькую речку. По словам жителей района, они неоднократно обращались в администрацию города, а также пытались самостоятельно решить проблему, но до сегодняшнего дня безрезультатно. Сколько раз обращались мы, у нас депутат здесь живет, городской, мы к нему обращались, он своими силами старался что-то сделать, звонил куда-то. Ну вот как в очередь. Уже вот сколько, 2,5 года мы эту очередь ждем. Мы очень рады, что за нас взялись, наша очередь подошла. Благодарны государству, правительству. Замена труб на этом участке осуществляется за счет городского бюджета. Проводит работы муниципальное предприятие «Водоканал». По словам начальника коммунального управления администрации столицы Дмитрия Ахуба, при хорошей погоде планируется завершить прокладку труб в течение месяца. За это время жители района без воды не останутся. Отключение водоснабжения возможно только в заключительной части работ при запуске новой системы и максимум на сутки. В связи с тем, что ему более 40 лет, он прогнил очень сильно, и текущие работы невозможно было проводить, так как не получалось проводить сварочные работы из-за ветхости самого трубопровода, и было принято решение заменить его полностью. Мы поинтересовались, когда будет отремонтирована дорога по улице Имама Шамиля. По словам Дмитрия Ахуба, ремонт улицы включен в инвестпрограмму и начнется в ближайшее время. Будут проводиться работы по замене канализационной системы, ремонту капитальному ливневой системы, и только после этого по завершению этих работ будет проводиться работа по дорожному покрытию, так как все коммуникации нужно привести в порядок. В данное время поменены только
водопроводные сети. Бюджет работ по замене водопроводных труб вдоль железной дороги между улицами имама Шамиля и Джонуа составляет около 4 миллионов рублей. По словам директора водоканала Тенгиза Квициния, в каждый двор вода подводиться не будет. Жители должны за свой счет подключиться к общему водопроводу. Для этого будут созданы необходимые технические условия. И еще один немаловажный факт. Трубы из полипропилена, которые здесь прокладываются, местного производства. Ирина Аршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. С 4 по 14 июля в Абхазском государственном университете идет прием документов от поступающих в вуз. Есть ли какие-нибудь изменения в требованиях приемных комиссий? И куда чаще всего сдают документы абитуриенты, узнавали наши корреспонденты. Репортаж Али Китрапщ. АГУ – главное высшее учебное заведение страны, кузница кадров. Ежегодно сотни абитуриентов с волнением переступают порог университета. Каждый из этих ребят уже определился с выбором профессии. Сейчас в приемной комиссии они сдают необходимые документы для поступления на один из 8 факультетов. Мария Кабирова приехала из села Псху. Девушка поступает на филологический факультет. Поступаю я на филологический, на английский язык. Выбрала, потому что считаю, что потом я в будущем могу стать переводчиком или где-нибудь работать в турфирме. Не знаю, английский всегда нравился. В АГУ принимаются граждане республики, иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие на территории нашей страны. Приемная комиссия университета работает в будние дни с 9 утра до 4 вечера, без перерывов. Для поступления в Абхазский государственный университет в приемную комиссию необходимо сдать следующие документы. Личное заявление, аттестат, копию паспорта или документа, удостоверяющего личность, медицинскую справку по форме 086У, фотографии, 6 фотографий размером 3×4. И юноши предоставляют приписное свидетельство, либо военный билет, если они уже прошли военную службу. Также абитуриенты могут подать в приемную комиссию и другие документы, в том числе дающие им право на льготы. По госзаказу в этом году в университете выделено 346 мест, в основном на педагогические и сельскохозяйственные направления из специальностей математика, физика, биология, химия, география, история, филология, абхазский и русский язык и литература. Наибольшей популярностью среди абитуриентов по-прежнему пользуются юриспруденция и экономика. План приема абитуриентов в АГУ формируется исходя из необходимости подготовки кадров для нашей республики. Так, на филологическом факультете идет прием документов на новое отделение – теория перевода и межкультурные коммуникации. Эта специальность строится на базе 2 основных языков нашей республики, прежде всего абхазского языка и русского языка. Поэтому переводчики такого профиля нам просто необходимы. Квалификация этой специальности позволяет нашим выпускникам работать референтами, переводчиками со знанием абхазского и русского языка, преподавателями русского и абхазского языка в школах, корректорами, редакторами и различными, офисными менеджерами со знанием 2 языков. Абитуриенты имеют право на льготное внеконкурсное зачисление в АГУ. К таким абитуриентам относятся лица, окончившие школу на золотую или серебряную медали, дети ветеранов, если один из родителей погиб, дети-инвалиды 1 и 2 группы, дети-сироты, репатрианты и их дети. Также льготами пользуются граждане, уволенные с военной службы и поступающие в АГУ по рекомендации Министерства обороны Абхазии. Али Китрапщ, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Ну и сейчас, как обычно, о погоде. Завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 23-26, днем 29-30 тепла. Температура моря плюс 25. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.